Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами Лезги Хабаров, Лезгинские новости. Сегодня в нашей программе. На территории Магарамхюрского района открылся первый на Северном Кавказе таможенно-логистический терминал. В Ахтынской джума-мечети при проведении ремонтных работ обнаружили ряд исторических артефактов начала XIX века. Талантливой поэтессе Стал Муслимат исполнилось 90 лет. А теперь об этом и многом другом подробнее. В Магарамхюрском районе Дагестана открыт таможенно-логистический терминал «Виадук», который стал первым подобным комплексом на Северном Кавказе, сообщает Кавказский узел. Он значительно снизит транспортную нагрузку на границе с Азербайджаном. Открытие таможенно-логистического терминала «Виадук» было запланировано после открытия аэропорта Махачкале, который с 28 сентября 2014 года в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы был закрыт для обслуживания воздушных судов. 18 декабря 2014 года аэропорт получил сертификат соответствия Межгосударственного авиационного комитета и возобновил работу. Официальное открытие таможенно-логистического терминала «Виадук» состоялось 2 февраля. Он построен между селениями Новоусур и Габцах, рядом с которыми проходит государственная граница России с Азербайджаном. Реализация данного инвестиционного проекта началась в 2011 году. В церемонии открытия терминала приняли участие руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Беленинов, заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров и депутат Госдумы Мамед Аббасов. В интервью Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Мамед Аббасов, являющийся также вице-президентом данной организации, сообщил, что это один из лучших объектов в системе таможенной службы во всей Российской Федерации, а на Северном Кавказе он пока не имеет аналогов. 30 января в филиале ДАК Госуниверситета в городе Дербенте состоялось открытие научной библиотеки. На данный момент библиотечный фонд филиала составляет около 25 тысяч экземпляров книг. Фонды библиотеки ежегодно пополняются за счет литературы, приобретаемой самим филиалом, а также выделяемой головным вузом. Еще одним источником является научная и учебно-методическая литература, издаваемая профессорско-преподавательским составом филиала. Только в 2014 году было издано 10 монографий, 25 учебников и 30 учебно-методических пособий. Кроме того, филиал осуществляет подписку на периодические издания, рекомендованные федеральным образовательным стандартом, которые также поступают в библиотеку. Для удобства работы с фондами библиотеки создана электронная картотека. В филиале уже 3-й год функционирует электронная библиотека, в которой зарегистрированы все студенты. Они имеют доступ к различным электронным библиотечным системам, в том числе IPR Books, издательство «Лань», Университетская информационная система «Россия», Университетская библиотека онлайн и другим. По словам директора филиала Исмаила Абдулкеримова, руководство и впредь продолжит работу по дальнейшему улучшению условий учебы студентов. Сразу несколько радостных новостей пришло к нам из Ахтынской земли. 3 февраля в Ахтынском районе состоялось торжественное открытие многофункционального центра, сообщает официальный сайт района. МФЦ в Ахтынском районе будет оказывать населению 190 услуг, 70 из которых государственные, а 120 муниципальные. В будущем число оказываемых услуг будет доведено до 200, заявил на открытии МФЦ министр связи и телекоммуникаций Дагестана Сефер Алиев. Директор республиканского МФЦ Осман Хазбулатов заверил, что теперь жители Ахтынского района смогут получать услуги миграционной службы, пенсионного фонда, кадастровой, налоговой служб и многих других по принципу одного окна. Главная задача центра – избавление граждан от излишнего общения с чиновниками. Несмотря на отсутствие государственного финансирования, в селе Ахты в этом году продолжилась газификация, говорится на официальном сайте района. 6 мая 2012 года в торжественной обстановке было объявлено о завершении строительства газоотвода из села Советское и зажжен в Ахтах символический факел голубого огня. С тех пор прошло более 2 лет, но, к сожалению, только треть хозяйств села оказалась подключенной к газовой трубе. Но в этом году усилиями администрации района и внебюджетного фонда Возрождения были найдены средства и продолжена газификация одного из крупнейших и древнейших сел Дагестана. С середины февраля более 500 домов по улицам Ленина, Меджидова, Гириханова могут подключиться к голубому топливу. Недавно при ремонтных работах в Ахтынской джума-мечети под одним из деревянных опорных столбов была обнаружена каменная плита размерами 60 на 80 см с арабскими надписями, датированными 1231 годом хиджры, а под старым полом найден большой глиняный кувшин.
По мнению ученого-востоковеда Замира Закарьяева, в тексте после традиционных вступительных религиозных формул говорится о ремонтно-строительных работах, проходивших в мечети со 2 по 19 декабря 1815 года под руководством мастера Шабана, сына Расула Аль-Яйлаки из Елака. Обе находки в скором времени будут изучены специалистами и переданы на хранение в Ахтынский краеведческий музей. Талантливая поэтесса из Куланстала Сулейманстальского района Республики Дагестан Ахмедпашаева Мислимат или Стал Мислимат отметила свой 90-летний юбилей, сообщает официальный сайт района. Стал Мислимат является автором множества стихов на лезгинском языке, изданных в виде сборников «О бренный мир», «Пламенное сердце», «Читайте, милые ребята» и других. Ее лирика полна материнских чувств, идей высокой нравственности и межнациональной дружбы. Стал Мислимат – член Союза лезгинских писателей и почетный член культурного центра «Кюринские зори». По следам матери поэтов, так ее называют у себя на родине, следует ее сын Ахмед Паша, дочь Сайрат и племянница Зарема. Стал Мислимат, несмотря на возраст, продолжает творить и участвовать в общественной жизни района. В Магарамкентском районе прошел конкурс на лучшего чтеца произведений дагестанских авторов на родном языке. И если завтра мой язык умрет, то я готов сегодня умереть среди учащихся 11 классов. В конкурсе приняли участие 32 учащихся из 21 школы района. Большинство участников продемонстрировали блестящие навыки чтения стихотворений на родном языке. Особенно запомнились зрителям выступления ученицы Новоаульской средней школы Эльвины Ибаевой, ученика 11 класса Филялинской средней школы Исы Исаева, ученика Кчун-Казмалярской средней школы Гамзата Усманова, ученицы советской средней школы Ханаги Юлчиевой. Использование музыкального сопровождения, национальные костюмы придали конкурсу яркий, самобытный характер культуры народов Дагестана. Переходим к новостям спорта. Как передает портал Лезгиспорт, на недавно прошедшем в Москве первенстве России по вольной женской и греко-римской борьбе среди студентов борец вольного стиля Даурен Курыглиев занял первое место в весовой категории до 86 килограммов. Также на первенстве бронзовую медаль завоевал уроженец села Ахты Альфред Абдулкадыров в весовой категории до 97 килограммов. Еще один наш вольник, Талгат Деметов, весовая категория до 61 килограмма, мог стать призером первенства, однако из-за травмы не смог выйти на схватку за третье место. По информации сайта Белта, на прошедшем в Гродненской области чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе наш земляк Джавид Гамзатов завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов. Отметим, что спортсмен представляет Гомельскую область, триумфовавшую в командном зачете первенства. Защитник петербургского «Динамо» Альберт Гаджибеков перешел в команду «Луч энергии» из Владивостока. Как сообщает пресс-служба дальневосточников, контракт с 26-летним воспитанником Аджи рассчитан на 1,5 года. Напомним, что Альберт уже защищал цвета владивостокцев, однако, проведя в их составе всего один матч, перешел в Санкт-Петербургское «Динамо», в футболке которого за полгода провел 17 матчей. Футболист является братом капитана Аджи Али Гаджибекова. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам хорошего. Салам алейкум.